что ж, после такого предоставления мы продолжаем. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Российском этнографическом музее города Санкт-Петербург на торжественном открытии передвижной выставки Музея музыки и фольклора народов Якутии «Мотивы Севера» в рамках культурно-просветительского турне «Кочующий музей», посвященного столетию со дня образования Якутской АССР и году культурного наследия народов России. Якутия – самый большой по площади субъект Российской Федерации, а также самая большая административно-территориальная единица в мире. По размеру территория Якутии превосходит Аргентину, 8-е государство в мире по площади, однако население республики чуть более 1 миллиона человек. Коренными народами Якутии считаются якуты, эвены, эвенки, юкагиры, долганы, чукчи, русские старожилы. На выставке из фонда музея представлены традиционные костюмы коренных народов Якутии, сшитые руками народных мастеров, шаманские костюмы и их атрибуты, музыкальные инструменты, игрушки, обереги, идолы коренных этносов многонациональной республики. Итак, разрешите предоставить слово директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Корниловой Марии Ильиничне. Мы прямо улыбаемся, радуемся, что вот все это свершилось, и то, что мы сегодня стоим в таком здании, в таком историческом здании, в Российском этнографическом музее. Давайте я начну с предыстории того, что как все это происходило и как вообще создавался наш музей, как мы здесь очутились перед вами в Санкт-Петербурге. Итак, история такова. В 1989 году был создан наш музей музыки и фольклора народов Якутии. Основателем, создателем, инициатором создания является наша дорогая, любимая Аиза Петровна Решетникова. Эта женщина многократная, талантливая, уникальная женщина, с которой, скорее всего, в мире таких людей мало. Это человек, который закончил Московскую консерваторию, музыковед, экосовет, кандидат исторических наук, народная артистка нашей республики. Очень много у нее регалий и званий. Это Аиза Петровна Решетникова. Давайте ей поаплодируем, потому что вот благодаря ей мы сегодня стоим здесь и перед вами что-то говорим. Вот. И в 1989 году на общественных началах был создан наш музей, а в 1991 году мы получили государственный статус. И миссией нашего музея, как всегда Лиза Петровна говорит, миссией нашего музея является сбор, хранение, изучение, сохранение, популяризация традиционной культуры коренных народов Якутии, а также самодеятельного музыкального искусства и профессионального музыкального искусства нашей Якутии. И даже само звучание нашего музея, вот название «Музей музыки и фольклора», это говорит о том, что Аиза Петровна первоначально она музыковед, она концертмейстер, а потом она пришла к эпосу, к фольклору. Вот поэтому Музей музыки и фольклора народов Якутии. И как вы все знаете, может кто не знает, скажу, что в нашей республике проживают 7 коренных народов. Это якуты, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы и русские старожилы. И, конечно, вот сегодня у нас на выставке представлены по 7 народам традиционные костюмы, декоративное прикладное искусство вещи, экспонаты. Всего мы привезли 72 единиц хранения. Немножко вкратце о работе музея, о том, кто с нами приехал вот в Питер. Вообще, наша турне называется «Кочующий музей». И вот эта программа «Кочующий музей», он у нас действует уже более 10 лет, и мы по всей нашей необъятной республике ездили, кочевали и показывали наши фильмы, потому что мы, кинопроизводящий музей, создаем свои фильмы, документальные,
анимационные, научно-популярные фильмы. А также у нас при нашем музее действует также кукольный театр по сказкам коренных народов Якутии. Проводим игры народов Севера, передвижные выставки, лекции, и так далее. Вот так мы хотели более 10 лет назад, более 10 лет по нашей республике, а потом в этом году, к столетию нашей республики и году культурного наследия народов России, мы впервые выехали за пределы нашей республики. И вот кочующий музей стоит в Питере, и целая у нас большая программа. Скорее всего, вы все получили нашу программу и познакомитесь. И на всех мероприятиях, конечно, мы вас приглашаем. И со мной, почему со мной говорю, с нами приехали музейные сотрудники. Всего у нас 13 человек работает в нашем музее, но на этот выезд, на это турне с нами 5 музейных сотрудников. Перед вами стоит наш ученый-секретарь Миронов Роман. Так, вас встречала наш главный хранитель Светлана Дмитриевна Никифорова, а также вас также встречала, скорее всего, очень многие знают, Варвара Валерьевна Военкова. Это человек, который давно имеет связь с Питером. Культурные программы она очень много проводит. Так, и наш оператор Иван Яковлев. Все наши фильмы через его руки проходят, и во время выставки, которая будет стоять в Риме, целый месяц будут сопровождены показами наших фильмов. Так что, кто хочет, может подойти сюда, в музей, и посмотреть наши фильмы. И с нами, конечно, участники нашего турне. Это вы сегодня увидели и открыли наше мероприятие с благословением. Аксинья Ивановна Ефимова, еще раз поаплодируем. Представитель из рода Добрыткин, руководитель этнофольклорного клуба Херми Хеджен при Музее музыки и фольклора. Ольга Семеновна Подобашева, тоже представитель из рода Добрыткин. Спасибо вам огромное за благословение. Мы сегодня еще услышим в их исполнении очень шикарные произведения, композиции. Спасибо вам огромное. Далее с нами приехали якутскую культуру представить. Фольклорный инструментальный ансамбль «Кылсаха». Вы сегодня их тоже увидите. Руководитель Анна Томская, а также Афанасий Томский, а также Руслан Прокопьевич Габышев, мастер музыкальных инструментов, виртуоз-музыкант. Вы сегодня в его исполнении тоже услышите некоторые композиции. А так по программе у нас и 15, и 16, и 17 с его участием, и прямо его сольный тоже концерт будет. Так что мы на эти мероприятия тоже приглашаем. Так, давайте мы приступим к торжественной наградной части, то, что мы вам приготовили. Позвольте зачитать благодарность от Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, коллективу постоянного представительства Республики Саха-Якутия в городе Санкт-Петербург, Кравцову Юрию Николаевичу. От имени Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия выражаю вам и вашему коллективу глубокую благодарность за содействие в проведении мероприятий культурно-просветительского турне «Кочующий музей» в городе Санкт-Петербург, организованного Музеем музыки и фольклора народов Якутии. Искренне желаю успехов в реализации всех ваших творческих замыслов, процветания и благополучия. Под подписью нашего министра Юрия Степановича Куприянова. Юрий Николаевич, а также Евгения Михайловича тоже. Подождите еще. А также от имени нашего музея тоже благодарственное письмо Юрию Николаевичу Кравцову за действительно человеческая благодарность, за содействие, то, что вы нам помогаете и всегда поддерживаете. От имени нашего музея благодарственное письмо и наш сувенир пусть украсит ваш офис, наше посредство.
ждем. Да. И, конечно, мы очень-очень благодарны всем организаторам, всем сотрудникам музея, Российского этнографического музея за теплый прием, за то, что вот все то, что вы видите, то, что мы привезли, они бережно относясь, все аккуратненько, все слаженно, все поставили, расставили на места. И за теплый и уютный прием. Спасибо вам огромное. И от имени нашего музея, вашему музею, фонд вашего музея, мы бы хотели вручить музыкальный инструмент, сделанный руками нашего уникального мастера Руслана Прокопьевича Габышева. Пожалуйста, Наталью Николаевну приглашаем. Благодарственное письмо от имени музея мы вручаем Юлии Аркадьевне, Наталье Николаевне. И здесь у нас по списку всем, вот кого сегодня я не успела назвать, всем вам, сотрудникам музея, наши благодарственные письма. Спасибо огромное. А также в библиотеке Российского этнографического музея мы тоже пришли с подарками, так как в прошлом году наш музей отметил свой 30-летний юбилей. Мы выпустили вот такой для нас шикарную книгу, где вы можете посмотреть все наши фильмы, никуда не заходя, прямо со всеми QR-кодами. Вы можете более 60 фильмов в одной книге все это включено, можете посмотреть и о нашей деятельности познакомиться. Вручаем, а также хочу порекламировать еще одну книгу, которая... Нет, вот эту. Давайте. Ага. Еще вот эту книгу. На самом деле презентация этой книги состоится у нас завтра в Музее театрального и музыкального искусства. Но рекламируя, и даже не рекламируя, мы впервые, вот прямо он дымит, он вообще никто еще не видел, мы сами только увидели. Песни на стихи авторов малочисленных народов Севера из репертуара нашего уважаемого Александра Павловича Самсонова мы тоже вручаем в библиотеке РМ. А также тоже совсем новая книжка. И автор этой книги сегодня у нас присутствует. Это Людмила Николаевна Жукова. Мы ей тоже, конечно, сегодня предоставим слово. Вот эту книжку мы тоже имеем честь поработать, не то что поработать, маленькую ленту тоже внесли в денежном виде. Вот поэтому вот эту книжку мы тоже пропагируем, вручаем торжественно Российскому этнографическому музею. И, конечно, вот наша дорогая Алиса Петровна Решетникова, она сама по себе очень уникальный человек, и посовет, и ее работы, труды мы тоже вручаем. Это уже вы сами посмотрите. Спасибо огромное вам. Давайте сфотографируемся. Так, еще осталось у нас? Ага, давайте. Так, кстати, я еще должна была сказать напоследок, то, что не то, что напоследок, потому что эта работа ведет, огромная работа еще ведется у нас параллельно с Турне-Кочующий музей. Это работа мы сейчас еще параллельно снимаем документальный фильм «Кочующий музей». И якутскую часть мы уже засняли, а сейчас у нас начинается питерская часть. Сегодня с утра у нас съемки уже проходят. И главным режиссером у нас является ваша землячка из Санкт-Петербурга Мила Кудряшова. От имени нашего музея мы хотели бы вручить благодарственное письмо. Где наша Мила? И девушка... Спасибо, дорогая. А также Мила очень любит серебряные вещи, и от имени нашего музея тоже тебе подарок.
торжественно сказать слова благодарности Геннадию Павловичу Любимову, который первый человек, который записал нашего уникального и даже не ошибусь, наверное, если скажу Аллахасута Гаврила Гавриловича Колесова, который исполнил Мюргун Бодр стремительный. Прямо на пластинке мелодия он записал полностью весь текст, то, что Платона Алексеевича Аюрского «Мюргун Бодр стремительный». Это самый большой наш героический эпос, который с 2005 года является шедевром устного нематериального наследия человечества. И Геннадий Павлович нашему музею каждый раз дарит очень много вещей. И мы бы хотели от имени музея тоже вручить ему вот такую медаль. Медаль называется «У нас почетный даритель» перед вами. Все. По-моему, на этом у меня все. Очень много, скорее всего, говорила. И приятного продолжения вечера. Пусть будет все интересно, пусть все вам нравится. Мы для вас постарались. Виртуоз-музыкант, отличник культуры Республики Саха-Якутия, один из главных популяризаторов национальной якутской музыки в России и за ее пределами Руслан Габышев.
сохранению и реставрации музейных предметов Российского этнографического музея Прокопьевой Наталье Николаевне. Еще раз добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. И позвольте от имени Российского этнографического музея, который является домом для многих народов, населяющих нашу страну, сегодня поприветствовать Музей музыки и фольклора народов Якутии. И Мария Ильинична рассказала нам сейчас, и коллеги ее показали, собственно говоря, то, что собирает. И поэтому мне остается только всем пожелать хорошего просмотра, хороших выходных дней и приходите к нам во все дни, которые назвала Мария Ильинична, когда здесь будут выступать коллективы. И я думаю, это будет, в общем, интересно. Вот. Ну, хочу добавить, конечно, что действительно в этом году 100 лет Республики Саха-Якутия. Нашему музею в этом году тоже 120 лет, и поэтому мы рады приветствовать якутских коллег. Наконец пошел дождь, сейчас станет легче. Вот. И хочу сказать, что с Якутией у нас давние связи, у нас очень хорошие связи с Якутским музеем имени Ярославского, и поэтому здесь мы сегодня впервые встречаемся с Музеем музыки и фольклора, и выставка, которую он привез, впервые, видимо, как сказала Мария Ильинична, вывезена за пределы Якутии. Это делает честь нашему музею, но кажется, что наш музей как раз самое то место, где можно представить предметы традиционной культуры народов, населяющих Якутию. И поэтому хочется еще раз поблагодарить музей за то, что он предоставил нам эту возможность экспонировать в стенах нашего музея предметы и показать свое мастерство, которое мы сегодня уже наблюдали. Спасибо большое и приглашаю вас в наш музей. Выступает лауреат республиканских, региональных, российских и международных конкурсов ансамбль национальных инструментов «Кылсаха». Руководитель Анна Томская, заслуженный артист Республики Саха-Якутия. Солисты ансамбля Руслан Габышев, отличник культуры Республики Саха-Якутия, и Афанасий Томский, заслуженный артист Республики Саха-Якутия. Приветствую Российский этнографический музей, сотрудников музея, гостей сегодняшнего проекта «Кочующие музеи». И мы счастливы сегодня, что мы стали участниками этого проекта. Как уже было сказано, мы являемся все музыкантами оркестра национальных инструментов. Играем мы на других инструментах. Афанасий играет на баяне. Я играю на танце, это струнно-щипковый инструмент, как домра. И вот с 2014 года наш ансамбль был создан в 2014 году с появлением этого уникального мастера, который воссоздал струнно-смычковый якутский инструмент со струнами из конских волос. И смычок у нас уже сделан из конских волос. Материал инструмента полностью наш якутский. И наш мастер, сейчас появились нашего мастера, сейчас Якутия очень зарождается исполнительство и изготовление этих инструментов. В этом году впервые на церкви Ломхой, у нас самый такой масштабный праздник национальный, был организован первый конкурс исполнителей именно на этих инструментах. Появлением мастера и появлением звучания нашего инструмента мы благодарны основателю Музея музыки и фольклора народов Якутии Аиде Петровне Решетниковой, всем сотрудникам, нашим друзьям музея. И благодаря им наш инструмент зазвучал, и, как я уже сказала, сейчас в Якутии идет возрождение, исполнительство и изготовление этих инструментов. Как вы уже знаете, наш якутский язык, якутский голос известен во всем мире, также известны ударные инструменты якутские, и Крым является единственным музыкальным инструментом струнной организации. И сегодня я в знак благодарности Российскому этнографическому музею хочу вручить чорван
от имени нашего ансамбля. Это символ изобилия. Для вас наш музыкальный подарок.
друзья, дорогие земляки, дорогие санкт-петербуржцы, разрешите мне от имени руководства Республики Саха-Якутия, от имени постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации поблагодарить Российский этнографический музей за постоянное внимание, постоянное сотрудничество с Республикой Саха-Якутия. Ведь много уже было сказано о тех мероприятиях, которые прошли, которые будут в течение года, посвященные столетию нашей республики, посвященные 120-летию музея. Эти мероприятия пройдут в октябре. В течение года у нас очень много культурных мероприятий запланировано в связи со столетием республики. Буквально на следующей неделе состоится наш прекрасный праздник Песах 24 июля, на который я вас всех приглашаю. Он пройдет в местности Ольгино, и в программе он тоже присутствует. Я с большой благодарностью и глубоким уважением отношусь к музею музыки и фольклора. Я с ним знаком еще со студенческих времен. Лично знаю Изю Петровну Решетникову, передаю большой низкий поклон, привет от всего санкт-петербургского сообщества якутян. Разрешите мне поблагодарить вот этими благодарственными письмами весь творческий коллектив музея и ту прекрасную команду, которую вы привезли с собой, за тот вклад, который вы вносите, за единение Санкт-Петербурга и Якутии. Наконец-то кочующий музей докочевал в первую очередь до культурной столицы нашей Родины, поэтому это вдвойне приятно. Вы несете мир, дружбу и согласие, единение между Санкт-Петербургом и Республикой Саха-Якутия. Не это ли цель искусства? Ведь музыка и культура – это международный интернациональный язык, который всем понятен. Спасибо вам большое. Разрешите вручить. И мне выпала почетная миссия вручить несколько благодарственных писем. Разрешите вручить благодарственное письмо Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Юлии Аркадьевне Купиной, директору Российского этнографического музея. От имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия выражаем вам благодарность в оказании помощи по проведению мероприятий культурно-просветительского турне «Кочующий музей» в Санкт-Петербурге. Пусть и дальше ваши знания, профессионализм и самоотверженный труд продолжают служить интересам страны. Министр Владимир Черноградский, пожалуйста, примите. Мне очень приятно вручить благодарность коллективу Российского этнографического музея от Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Вы с ними всегда на связи. Они планируют быть здесь уже в октябре с отдельным подарком в честь 120-летия музея. Это уже анонсировано. Это будет прекрасный костюм женщины Саха, поэтому в коллекции музея появится новый экспонат. Пожалуйста. Такая же благодарность вручается продюсеру, режиссеру Миле Кудряшовой. Мила – большой друг Якутии, она почти якутянка уже. Новый уровень. Министерство внешних связей по делам народов Республики Саха-Якутия вручает благодарственное письмо Троеву Гаврилу Афанасьевичу за вклад в развитие просвещения и сохранения самобытного культурного наследия коренных народов Республики Саха-Якутия. Гаврил Афанасьевич сейчас находится в Якутске, он участвовал у нас в съезде якутян и пока еще там же и находится. Мы ему обязательно передадим. Министерство внешних связей и дела народов Республики Саха-Якутия благодарит Ноеву Евдокию Владимировну за вклад в развитие просвещения и сохранения самобытного культурного наследия коренных народов Республики Саха-Якутия. Желаю крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия вам, вашим родным и близким.
письмо от имени Министерства по внешним связям и делам народов вручается Полянскому Вадиму Валерьевичу. Благодарственное письмо вручается Слепцовой Анфисии Николаевне. Благодарственное письмо вручается Котиковой Маргарите Федоровне. Это активисты нашей якутской диаспоры в Санкт-Петербурге. Они все будут на эссехе. Обязательно вручим торжественной обстановке. Благодарственное письмо Министерства внешних связей и делам народов Республики Саха-Якутия вручается Ивановой Наталье Семеновне. Кондаковой Антонине Витальевне. И Даниловой Ирине Афанасьевне. Вручим обязательно Ирина Афанасьевна. Министерство иностранных дел Российской Федерации благодарит директора ГБУ Музея музыки и фольклора народов Якутии. Разрешите поздравить вас с началом культурно-просветительского тура «Кочующий музей», приуроченного к столетию Якутской ССР и Году культуры и наследия народов Российской Федерации. Выражаем искреннюю надежду на то, что комплекс подготовленных вами мероприятий во главе с выставкой «Мотивы севера», открывшейся в стенах Российского этнографического музея, познакомит широкую общественность с культурным наследием коренных народов, проживающих в Республике Саха-Якутия. Именно интеграция культур многочисленных народов России должна сыграть важную роль в формировании единой российской общности и стать тем фактором, который продемонстрирует многонациональность и культурно-историческое многообразие нашей страны. Посол по особым поручениям, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета в Арктическом совете Николай Корчунов. Разрешите вручить. Ведущая солистка Государственного театра оперы и балета Якутии имени Дмитрия Коновича Сивцева Солод Помолон, заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Анна Дьячковская.
Я очень благодарна Каизе Петровне Решетниковой. Это моя учительница, это мой концертмейстер. Благодаря ее я считаю, я состоялась как певица. Я не только пою в опере, благодаря Аизе Петровне я гастролирующая артистка. Мы не только по городам России, но пределами успели гастролировать в Австрии, Германии, Италии, Корее, Японии, Уфа, Казахстан, Баку. Можно сосчитать очень много городов. Я очень благодарна. Я всем вам желаю здоровья и счастья, всем вашим близким, родным, детям. Счастья вам! Сегодня на открытии у нас присутствует наша уважаемая землячка, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Суран, кандидат исторических наук Людмила Николаевна Жукова. Это ученый, занимающийся исследованием традиционной культуры юкагиров. Как вы уже знаете, буквально месяц назад у Людмилы Николаевны вышла очередная книга «Юкагирско-китайские фольклорно-мифологические параллели», с чем мы ее сердечно еще раз поздравляем. Присутствовать. Спасибо, что меня пригласили на открытие такой замечательной выставки, тем более в стенах такого одного из первых музеев нашей страны. Да? И здесь представлены натуральные предметы одежды, и в том числе предметы, которые лично я привезла от юкагиров. Юкагиры – это малочисленный народ, аборигены Восточной Сибири, которых сейчас осталось, в селе Нелемное их 177 человек. В республике Саха их 1200 примерно человек. И вот в этом селе Нелемное сконцентрировано это древнее аборигенное население, которое до сих пор занимается охотой и рыбалкой. Зимой у них охота на лося и пушного зверя, а летом рыбалка. Осенью заготовка рыбы на зиму. И вот их основной доход – это пушнина и торговля рыбой. И вот этот народ сохранил очень много элементов своей древней культуры. Мне повезло повстречаться с такими стариками, которых сейчас уже нет. И вот в 1986 году я впервые оказалась у юкагиров. И потом в течение почти 20 с лишним лет приезжала к ним, собирая фольклор, этнографию, шаманизм и так далее. И после поездок я привозила с собой некоторые этнографические вещи. И Аиза Петровна всегда была рада этим предметам. Вот сейчас я хочу рассказать о том, что я конкретно привезла в этот музей. И можно сказать, что современная юкагирская культура очень хорошо представлена именно в музее музыки и фольклора. Сейчас я немножко скажу о том человеке, который эти предметы сделал. Это Шалогин Василий Гаврилович. Человек, который знает фольклор, знал фольклор, его уже давно нет с нами, фольклор, язык, шаманские представления, и сам он был шаманствующий. Я могу немножко рассказать пример, который еще не опубликован нигде, о том, что он обладал шаманскими способностями. В 1993 году я со своим сыном Григорием Чернецовым, который здесь сейчас в Мариинском театре поет, вот мы с ним поехали на Колыму и с Василием Гавриловичем, с юкагирами поехали в Старое Нелемное, который поселок, он уже разрушается, он уже заброшен именно потому, что берег реки Ясачной обрушался. И вот на вечернике я нашла
ну, как этнограф-археолог, 4 камушка, 3 из них – это гайка, грузила для сетей. Она плоская речная гайка с 2 или с 4 сторон оббитая, чтобы удобно было ее завязывать. А 4-й предмет – это черный кремень, ну, такой пирамидальной формы. И эти предметы я взяла с собой. И вдруг в Якутске я получаю письмо от Василия Гавриловича, и на конверте прямо вот пиктографическое письмо. Там нарисованы фигурки. Оказалось, что с этими 4 предметами ушли 4 его шаманских духа. Вот 5-й дух с ним остался, а 4 духа, которые он в письме изобразил как человек, таган, жилище и дерево. Вот они ушли, и вот такие пунктир нарисован, а потом мой дом. И вот эту дорогу помощников он закрывает предметом магическим в виде вот такой буквы «С». Значит, пунктир и вот такая буква «С». То есть вот сходите и вернитесь. Вот. Вот этот человек необыкновенный. И, конечно, эти предметы необычным человеком сделанные. И если бы он тогда их не выточил из дерева, это тайник и тополь, то я не знаю, кто бы располагал бы наукой, вообще юкагирская культура, еще бы такими уникальными предметами мелкой пластики. Вот обратим внимание, вы, конечно, легко находитесь. Вот первая фигура. Это антропоморфная фигура, у нее лицо человека, сложенные на животе руки, а на голове у нее рога. Это лосиные рога. Это называется охранитель промысла. У юкагиров нет слова там охота, промысел. Они говорят, за дом пойду. Да? То есть дом юкагирский находится на берегу реки. А если вы повернетесь за дом, то это просторы тайги. И вот этот охранитель промысла. А ноги у него аморфные. Я спросила Василия Гавриловича, а почему такие ноги непонятные? Он говорит, а это когда охотник пойдет на охоту, и на свою тропу он должен этот предмет поставить. И у него тогда ноги проявляются того животного, на которого он охотится. Вся поверхность этого предмета, охранителя промысла, покрыта мелкими рисунками охотничьего промысла, предметов. Вот. Следующие 2 предмета – это духи, это охранители домашнего очага. Женщина вот с самого края, и за охранителем промысла остроголовая фигура, мужская фигура. Получается, что женщина как бы круглоголовая, а мужская фигура остроголовая. Так вот, сочетание антропоморфных фигур, остро- и круглоголовых, они известны в наскальном искусстве Якутии со времен неолита. Да? И также вот лосиный культ – это тоже известные рисунки раннего, среднего, позднего неолита. То есть это свидетельство очень древних корней юкагирской культуры, которая вот сейчас продолжает функционировать вместе с охотничьим промыслом. Следующие 2 фигурки. Вот вокруг охранителя промысла 2 фигурки стоят белые. Это детские игрушки. Одна из них доброе лицо у нее, как бы старушка, да, выточенная. А вторая фигурка – это пугалка детская. Как он говорил, вытачивают, и вот дети пугают. Пугалка. Здесь стоит слева, он называется сковорододержатель. Ну, понятно, что сковородки появились недавно, да? И что прежде представляли эти фигуры, скорее всего, это были охранители женщин. Вообще фаллическая мужская фигурка, она, видимо, предназначалась в качестве помощника женщин. И в завершение, вот эта очень интересная фигурка, это он-юй, охранитель ребенка. У него, видим, круглая голова, улыбающийся, потому что ребенок сыт, здоров, и все у него хорошо.
остренькая, да, вот этим острым концом эту фигуру втыкали в землю, потому что юкагиры спали на полу, у них не было кровати, да, треугольной, чум. У ребенка была колыбель, и вот этот предмет втыкали в землю. Ну вот мужской охранитель семейного очага, и видите, они хранители ребенка, они остроголовые, это очень большая символика, которую я сейчас не буду рассказывать, но это очень уникальная культура, я вам всем советую познакомиться с культурой юкагиров, других народов Севера, и очень рада, что вот эти предметы наконец-то будут в обозрении не только жителей нашей республики, но они теперь вышли за пределы республики. И дай Бог, кочующий музей будет дальше путешествовать по стране нашей и соберет очень много благодарностей, благодарных слушателей. И спасибо большое. До свидания. С открытием выставки нас пришли поздравить молодые пропагандисты традиционной культуры эвенов, сестры Айна и Марина Ивановы. Они представляют землячество эвенов села Березовка Верхнеколымского улуса Якутии в городе Санкт-Петербург. Мы исполним для вас песню на эвенском языке. Юлия Карабукина, это наш односельчанин, он сочинял очень красивые и душевные песни на эвенском языке. Песня называется «Осика», «Звезда». Давуня не дула, осика ты чу, биоме кемиде, кадар ситорле, хиенте кее, А теперь позвольте предоставить слово доктору филологических наук, профессору Института народов Севера при РГГУ имени Герцена Петрову Александру Александровичу. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Очень приятно сегодня было услышать эвенские песни, Эдя эвенская, да, и мне очень приятно видеть здесь земляков из Верхнеколымского улуса. Дело в том, что я занимался в научном плане изучением тех же эвенских запевных слов, и в 1984 году вышла моя первая статья в журнале «Полярная звезда» в Якутске. Вот. И с тех пор я много лет занимаюсь лексикой духовной культуры эвенков, в том числе и эвенков, нагидальцев, салонов, всей мужской группой. Вот. И, конечно, с Аизой Львовной мы знакомы тоже много лет. Было приятно встретить здесь и Марию Ильиничну, ее преемницу. Она вообще казалась моей землячкой. Вот, очень приятно, хотя мы до этого общались с ней в заочном формате по телефону. Вот. Вообще с музейщиками, оказывается, я много лет встречаюсь с ними и сотрудничаю. В 1975 году я привез сюда вот эту крымпу, тогда это
как бы была диковинка, струнные инструменты народа Саха. Наш народный умелец Неустроев Илья отправил такой экземпляр Лидии Григорьевны Лильчук, которая работала в отделе Сибири. К сожалению, ее с нами сейчас нету. Вот. И отдел этнографии народов Сибири работает в нашем институте народов Севера Ельцинского университета, в котором я уже 42 года работаю. И вот Горбачева Валентина Владимировна зав. Этим отделом, и Татьяна Юрьевна Сейн у нас работала. Вот, много лет мы сотрудничаем с Якутским музеем, который возглавлял Егор Спиридонович Шишилин. Я тоже много лет сотрудничал. Недавно отправил личные вещи дочери Елены Семеновны Новгородовой, дочери Семена Андреевича Новгородова, основоположника нашей якутской массовой письменности, Елены Семеновны Новгородовой, которая у нас работала, ее диссертацию, вот, личные вещи, эксклюзивные фотографии. Все это было передано в дар в музей Ярославского. Вот. Поэтому, долго я не буду говорить, да, уже, наверное, и время поджимает. Хочу с удовольствием, приветствовать новую выставку. Этот музей российский этнографический, он вообще уникальный. Он же создавался как этнографическое отделение Русского музея. Вот почему они рядом. Тут архитектор Сулин специально построил это здание. Вот этот мраморный зал, если вы посмотрите, наверху там даже сохранились стекла с двуглавыми орлами. Вот. И хочу, чтобы гости нашего города побывали в особой кладовой. Там вот, есть специальные экспонаты, которые имеют специальные ценности. Туда не всех пропускают, туда можно идти по специальному билету, но я думаю, руководство РМ пойдет навстречу вашей делегации. Дело в том, что там есть якутский набор Илинковиардах, Тархалах. В общем, полный комплект якутской национальной одежды женской, который был преподнесен в дар еще к цесаревичу Николаю II, когда он проезжал из Японии в Санкт-Петербург. И очень много других интересных экспонатов. Очень было приятно видеть, я вообще планировал прийти 17 числа, я сегодня думал, это самое, не увижу, хотя как раз с Леной встретиться. А мне позвонила наша выпускница Евгения Егоровна Балаганчик, вот, Беглова, она сейчас живет и работает здесь, в Санкт-Петербурге, вот она справа, да, и сказала, что да, будут как раз из Чебукулаха, а Чебукулах мне дорог еще тем, что там жил, работал наш знаменитый, великий, без преувеличения северянин Василий Афанасьевич Робик. Вот. И что буду долго говорить, Евгения Егоровна работает у нас в издательстве «Просвещение», учебную литературу она подарит сама, а я хочу подарить свои монографии, вот две тунгусско-манжурские языки России, история современности, лексика духовной культуры тунгусско-манжурских народов, Новосибирск наука, Москва наука, в библиотеку музея Мария Ильинична, она ушла уже, да? Здесь, да, будьте добры. А это я хочу подарить Среднеколымскому улусу, да? Да. Анирам. Увидимся. Спасибо большое. Еще раз следую. Слово для поздравления предоставляется сотруднику Института лингвистических исследований Российской академии наук Надежде Яковлевне Булатовой, человеку, посвятившему свою жизнь изучению и исследованию языка и фольклора эвентов. Здравствуйте, спасибо за приглашение участвовать в этом очень интересном и очень значимом событии. Я хочу поздравить всех нас и всех жителей Якутии со столетием, во-первых,
Конечно же, история Якутии, она не вмещается в эти 100 лет. История Якутии на территории России, она длинная, долгая. 22 февраля 1805 года была организована Якутская область, потом были губернии, а потом уже вот республика, которую мы отмечаем, да, в эти дни. Очень хорошо сама идея вот этого кочующего музея. Очень интересно, потому что с этим проектом музей музыки и фольклора народов Якутии, конечно же, познакомит большое пространство, много людей, которые проживают на нашей России, покажет. Без этого просто невозможно, чтобы о нас знали, чтобы к нам относились с достоинством, чтобы нас уважали. Так что вы делаете очень большое дело. И я поздравляю вас, Мария Ильинична, с этим большим событием. Конечно же, очень хочется пожелать Аризе Петровне большого, крепкого здоровья, больших успехов. Я ее, конечно же, лично знаю, наверное, больше 30 лет. Вы знакомы. И это такой талантливый человек, у нее просто эта вот идея, что делать, просто из нее вот брызжет. Это не только вот музыкант, но она такой вот крупный менеджер, у которой она еще много успеет сделать, дай Бог ей здоровья. Так что передавайте ей большой привет. И еще, конечно, такие вещи, они, я бы, наверное, сказала вот о роли, да, от кого я. Я не только от себя лично хочу сказать. Во-первых, мне хочется сказать от нашего северного сообщества, которое проживает у нас в Санкт-Петербурге. Здесь у нас больше 2000 проживает. Это и представители преподавателей наши, мы слышали, Институт народов Севера, да, с которым у нас контакты с Якутией очень-очень длинные, долгие. В Якутии почти везде вы встретите наших выпускников. Института народов Севера, я тоже выпускница этого севера, но по жизни я уже, не знаю, больше 40 лет связана с системой Российской академии наук и работаю в Институте медицинских исследований. Пожалуй, на сегодняшний день, вот на северо-запад, я одна из северян осталась. Хотя у нас были, ну, мало, конечно, это и Антон Петрович Полешко, который погиб под Ленинградом во время Отечественной войны, это Ханка Николай Иванович Сережкин, это Чукча Петр Иванович Менликей, была Дарья Полина, слава Богу, она жива и здорова, она на пенсии по инецкому языку. И вот я вот как бы на сегодняшний день, к сожалению, одна представлена в Академии наук. И поэтому, но мы очень тесно, наши сотрудники связаны с нашими северянами. Это ведущие специалисты, член-корреспондент Академии наук Головко Евгений Васильевич, он у нас директор института, занимается алиутскими, полезиатскими языками, социолингвистикой. Многие из вас, конечно, знают имя Николая Борисовича Лохтина, Елены Всеволодовны Берехвальской. Вот на слайдах вы видели Алексея Алексеевича Бурыкина, это тоже наш сотрудник. Через наш институт прошла вся элита, защищалась, которые работали и работают успешно в Якутии. Это Василий Афанасьевич Робер, Дудкин, Сатана Ивановна Шарина. То есть здесь это очень длинный список. Людмила Николаевна может мне помочь в этом. Да? Поэтому связи очень тесные. И дай Бог, это чтобы никогда не прекращалось, а то, что вы как бы укрепляете эти связи. Мы, в общем-то, не можем без вас, но я думаю, что мы тоже, вот это северное сообщество, которое здесь проживает, и живет, и работает, продолжает носить большой-большой вклад в дело развития не только Якутии, но и всех наших северных окраин, для наших народов. Спасибо за внимание. Я поздравляю еще раз. Больших вам успехов, Мария Ильинична. Спасибо. Встречайте молодого пропагандиста традиционной культуры ивенов Артема Тарабукина. Сегодня он исполнит ивенскую песню «Харовчан».
Песня «Оленевода». Здорово! Добрый день, уважаемые гости и участники выставки «Мотивы Севера». Меня зовут Артем. И позвольте нам с Ольгой Семеновной и Арсенией Ивановной в этой березовке подарить вам песню на слова и музыку Андрея Васильевича Замятина. Это «Оленевода», автора многих песен на родном эвенском языке. И сейчас мы вам исполним песню одну из его авторства. Песня называется «Коровчан». Это песня про северный край, про оленя. И вот, в общем. Коровчаму, учачаму, габули, данялкан. Коровчаму, учачаму, куняли, гундукли, бадудимби, денгедолин, огатри, голаки, уречербу, ойчили, мандатри. Спасибо. Хорошего вечера. Дорогие гости, нас поздравляет Арсен Федоров, учитель и исполнитель песенного фольклора Вилюйского региона Республики Саха-Якутия, выпускник Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова. Sandal günüm taksida, salgın şige götüde, subu subu tamtarga, tülge tüstüni, ekeybi ciğereybi, onlu körlü olur bu, sarsın sarsın sarsın, sarsın sarsın sarsın, cendali köller ber, şöllük etin ututtan şöllük estir allar var, şükter veren var yaramın, argana yine su allar, arı yaktı batamın, arancılır hallanı, mallar alır öttünen, şüleri diye bıldırdı, şügerden sığacağımın tergeliktir
süper de ağzıyla ürün kuvamak de sorğanılan ünlüm bütün üne battan orada doydum unar tuskul koçalara uhuktu butun sarsın sarsın sarsırdı sayır kallar sarıdı sandal günün taksidi salgı çiğe götüde ayağı sıyalım tüde diye А теперь, уважаемые гости, приглашаем вас на традиционный круговой танец народа Саха Асохай.